За что таджик просит прощения и умоляет Аллаха простить ему все грехи? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. На официальном канале Дмитрия Гордона в YouTube 11 октября было опубликовано интервью основателя интернет-издания «Гордон» с выходцем из Таджикистана. Молодой мужчина по имени Бехрус, заключенный колонии строгого режима в Самарской области, рассказал, как оказался на войне, что ЧВК «Вагнер» обещала заключенным и почему, по его мнению, военный конфликт между Россией и Украиной закончится еще очень нескоро. Специальный проект был подготовлен совместно с Украинской госпрограммой по добровольной сдаче в плен «Хочу жить» при поддержке Главного управления разведки Минобороны Украины. Дмитрий Гордон посетил лагерь для российских военнопленных. Бехрус не единственный выходец из Центральной Азии, отправленный на войну в Украину из российских тюрем. Из одного только Таджикистана около 100 его граждан поехали на фронт. Об этом в августе текущего года заявил министр внутренних дел Таджикистана Рамазан Рахимзада. За участие в боевых действиях заключенным обещают платить хорошие деньги, снять все судимости. Срок при всем этом не важен. Кого-то увозят по их собственной воле, кого-то насильно, как Максада Курбонова из района Рудаки. В феврале этого года его родные рассказали, что Максада насильно вывезли из тюрьмы в Архангельске. По словам его отца Файзуло, мужчина в своем последнем интервью 4 месяца назад сказал, что более 100 заключенных отделяются и насильно отправляются в Мариуполь. Максад был убит во время столкновений в городе Бахмут. Другой уроженец Таджикистана, 27-летний Зульфикор Мухиддинов, уехал на заработки в Москву в 2019 году. Зульфикор собирался заработать денег и вернуться в Таджикистан, но вместо этого угодил в тюрьму. В последнем телефонном разговоре с семьей мужчина сказал, что его и других заключенных хотят насильно отправить воевать в Украину. Больше он не выходил на связь, а спустя 4 месяца его родителям позвонили из России и сообщили, что их сын был убит в городе Бахмут. Зульфикор был похоронен в родном селе Якатут города Гисар. Завербованные заключенные, как правило, возвращаются либо коллегами, либо не возвращаются вовсе. Это подтвердила Бехрус в разговоре с Дмитрием Гордоном. Бехрусу всего 26 лет, но он уже успел 2 раза попасть в тюрьму. В Россию он приехал в 2013 году в возрасте 16 лет, чтобы помогать отцу. Отец был фермером, а я сперва на стройке работал, потом уже на складах, и случилось так, что совершил преступление и попал в тюрьму. В первый срок, когда мне было 19 лет, сел за разбой и кражу. Мне дали 7,5 лет строгого режима. Зашли в квартиру сотрудника. Оттуда взяли материалы, вещи. Это первый срок. Отсидел 5,5 лет. 2 года оставил по УДО и приехал опять в Новосибирск, где отец жил. Устроился на работу на склад интернет-магазина, работал там 8 месяцев. Случилось так, что совершил еще одно преступление, связанное с наркотиками. Надо было передавать их другому человеку. Не успел передать, меня поймали. Дали 7,5 лет особого режима. Год отсидел в Самарской области, городе Тольятти. А однажды приехал Вагнер, собрал людей, сказал, что нужна наша помощь. Собрал человек 200 с нашего лагеря. Пригожин говорил, что русская армия сдалась и нужна наша помощь. Он собрал 200 с лишним человек. Пообещал, что если полгода мы будем воевать, нас помилуют. Снимут все судимости и еще платить будут, без разницы какой срок. Мы немного удивились, кто это, почему он приехал. Когда он приехал, там были вертолеты, открылись ворота лагеря. Он приехал на черной машине, собрал всех осужденных на футбольной площадке и рассказал всем условия. Мол, я оставлю вам своих 2 людей, кто захочет, подходите, записывайтесь, мы вас заберем. Он собрал 200 с лишним человек, но сразу сказал, что мы поедем штурмовать. Даже не то, что мы будем держать оборону. Согласившихся забрали. Потом через неделю 2-й раз приехали уже другие люди Вагнера и забрали 15 человек. Я не захотел штурмовать. После этого приехал человек из Минобороны и рассказывал, что, мол, наши деды воевали с немцами, если мы останемся в живых, будем ходить с гордо поднятой головой, потому что были на фронте. Также сказал, что мы будем держать 2-ю линию обороны. Про штурм в этот раз и слова не было. И добавил, что в течение полгода, если есть желание, мы обязуемся еще 1,5 года по контракту служить. Обещал, что мы будем получать деньги. Так он набрал 80 человек. Мы должны были обучаться 15 дней в Ростове, затем ехать на другую зону боевых действий. Я вообще даже 1 патрон не направил в сторону Украины. Что дальше? Вот как вы видите дальше свою жизнь? Свою жизнь вижу, что нас ждет там очень печально. В России, если нас обмен делают, всю дорогу до
Азовских, вот сколько до суда встречал военнослужащих украинцев. Всю дорогу сказал, что я отказываюсь от Америки. Но вам не хочется на фронт опять? Кому хочется. Обучаться мы приехали в Новую Ялту. Нам показывали, как использовать оружие. Но 15 дней это все равно мало. И потом нас отправили в лесополосу. Надо было копать окопы и стоять на позиции, что мы и делали. Затем поехали копать на другой позиции. Когда выкопали, месяц жили спокойно, без бомбежек. Никуда не ходили, кроме магазина. Все было нормально. И вот однажды нам сказали, чтобы мы готовились к боевым действиям. Мол, надо уже ехать штурмовать. И все были в шоке. Какой штурм? Разговора ведь об этом даже не было. Ну, точно, это надолго, я думаю, потому что как будто еще не началась война. Просто еще так, простые люди идут на войну. А если прям серьезные, да, там, спецы, там, кто уже давно воюет, их если отправляют и будут там ракеты зарабатывать, это уже будет серьезная война. И так серьезно, но не лучше, чем скоро будет. То есть вы не ждете скорого окончания войны? Где именно не жду? Ну, вы не думаете, что война скоро закончится, да? Не думаю. Не думаете? Увозить начали по 110 человек. Так сформировалось 5 взводов. Нашей задачей было держать линию обороны, когда заехали танки и начали нас бомбить. Нам приказали отступить. На следующий день мы поехали в деревню Новодонецк. Там тоже надо было держать линию обороны. Пробыли там дней 10. Очень потерь много было с нашей роты. Тогда нам велели собирать вещи, чтобы ехать в лесополосу. Со временем из 110 человек осталось 35. Остальные были ранены или убиты. Побыли там пару дней. Затем сказали, что мы едем выполнять другую задачу. Я уже так устал на тот момент от всего этого, что нас всех просто используют как мясо. Как можно с автоматом воевать против танков, минометов и дронов? Потом нас взяли в плен. Нас было 3. У одного родственник жил в Киеве, и у него знакомые воевали против России. Этот человек вышел на связь с ними и сказал, что нас можно спасти, чтобы мы не попали в мясорубку. Нам по WhatsApp отправили координаты, как надо добраться до украинской позиции, как проходить растяжки, мины и потом координаты пункта украинской позиции. Если бы такие возможности были с самого первого дня, я бы сразу согласился, потому что когда от 110 человек остается 35, ты либо будешь серьезно ранен, либо без ног, без рук, либо погибнешь. Третьего не дано. Я в тюрьме сидел, там посмотрел по телевизору, что уже там талибы рулят. Да, конечно. Афганистан. Конечно. Я думаю, что сейчас они что-то планируют и всему миру хотят сделать. Пусть бы с России начали, чтобы в Россию пошли. Ну, с Россией договор заключили, что мы не будем вас трогать, и вы не трогайте нас. Все мирно, они согласились обоих сторон. Все, они живут сейчас нормально. А Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, они сейчас как бы на стороне России, они подчиняют, это изначально еще было. Они не могут воевать против никого. У нас население 9 миллионов. Все 9 миллионов ничего не поделает. И армии нет. Да. 3 танка и 1 вертолет. Поэтому придется им молчать и слушать. Когда его спросили, почему, по его мнению, Россия напала на Украину, таджик ответил: «Я слышал, что дело в том, что украинцы не хотели присоединяться к России. Россия сказала, мол, если вы пойдете в сторону Европы, вам дорога в Россию будет закрыта. А если вы придете в Россию, у вас будет дорога закрыта в Европу». Я все думал, чего же не хватает людям, что они так играют с единственной своей жизнью. Второй жизни на земле ведь не будет. Мне очень хочется вернуться в Таджикистан, я там лет 10 не был. Как вы относитесь к такому интервью и к такому откровению таджика? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.